Привет, народ! Ну что, ребята, уже ноябрь. Знаю. Но пока ни одного подписчика. Ну, подождем. Так. Если звук есть, скажите, пожалуйста. Пишите, если есть. Здорово. Ну что, ребята, у каждого есть вопросы, наверное. Задавайте. Пока, как говорится, времечко нашлось. Давненько на связи не был. Задаем вопросы на любые темы. Руку сегодня поранил глубоко. Огнево отдельно или шейный? Да, конкурс будет. Даже знаю когда. К этому вопросу я завтра с вашего или без вашего разрешения по моим контактам отправлю ссылочку, рассылку. Вот. 28 ноября. Не знаю сколько, но знаю, что там будет 2 ошейника. Знаю, там будет РВЛ-ка. И хочу еще маленький такой вишенку на торте сделать из Кромакса. Из новой стали хочу на конкурс в качестве призовых. Так. Шейный. Можно? Так, ножи С390. Такого стали у меня отсутствует в данный момент. Вот. Но, честно говоря, в моей кузне находится покруче, чем С390. В том плане гибкости и ударной вязкости. Такие имеются. Вот, ждут, чтобы рука моя прикоснулась к этим сталям. Так, ну последнее то, что я потрогал, это Фикрони. Фикрони один гуляет в Москве, 2 других тут. Так, охотничий сезон на Сакатова закрыт. 25 будет, наверное, декабря закрываться у нас. Вот, ну, ребята сказали одним смайликом вот так, и все. Еще есть вопросы? Что-то он у меня пропадает. Сколько стоит билет? 500 рублей. Я тут думал, сами видим, слышим. Так, и сегодня моими партнерами разговаривал насчет цен на стали. Так, с следующей недели сталь, которую я использую, и РВЛ, и Неолокс, и будущие хорошие стали, все дорожают на 15%. Увы и ах, но большинство едет из Европы, а Европа холодно без газа. Вот, благодаря политике все дорожает. Но я сам себе решил, да, только что
сегодня, то есть вечером, буквально часик назад, посоветовались тут и решили в этом году оставить цены старыми. В этом. А вот после Нового года, ребята, процентов минимум на 10 все изделие компании будет на 10% дороже. Сами знаем, где находится бензин, цена бензина. И сами знаем, куда остановились цены на строительные материалы. Сейчас поднимутся продукты питания и так далее. Все только дорожает. Вот. Глазами смотрел, любовался на одну хорошенькую машинку, чтобы себе на века использовать в качестве лошадки по трассе нимба бездорожью. Буквально 2 недели тому назад на лям был меньше. А вот 2 недели уже как лям дороже. Стояла собака, и вот тена. Спрашиваю, почему? Было же столько, а почему так? Ну, было. И до Луны люди доходили. А вот цены уже у нас такие. Ну, скидки там, что-нибудь будет? Нет, только будет еще выше идти. Так что без машины хорошенькой. Не буду говорить какой модели. Задаем вопросы, ребята. 18 человек смотрит. Привет, дорогой, привет. Давненько. Что-то не видеозвонка и так далее. Как там в Германии? Холодно, не холодно? Огниво ошейником с правилой. Без правилы это не огниво. Но если только с ножом. Можно делать одиночную, можно сделать с правилом. Обычно с правилой. Так, что за сталь N690? N690. Сколько билетов? N690. Ну, это где-то собрат. S, собрат N. Чуть-чуть где-то там. Правилой, да, 7 рублей. Тепло 12. С ковидом как там? С ковидом. Ребята, у меня экран телефона посерединке. У меня тут полоса. Так что резко звук увеличивается. Наезды, отъезды появляются у меня. Привет, Кузбасс. Так. Да. Алтан подражает. Привет, Омск. Че, ребята, как написано, давайте задавайте вопросы. Буду отвечать. Эфир сохраню, не сохраню, не знаю пока, как пойдет. Так, если честно, так, с завтрашнего дня, месяц назад он работает, огниво с правилой. Что там работает? Куда это все уходит? Да, заказал, да. Угу. Ну, давай пиши, Алексей. Напомни по WhatsApp.
Для Питера не знаю, для Питера несколько заказов. Тут у меня лежит 11 ножей готовых. Сегодня закончил. Ну, завтрашнего дня отправлю. И моих казахских друзей тоже порадую. По гарантии один ножик и один эксклюзив. Да-да-да. И один эксклюзив поедет, уже подзабыл, то ли в Америку, то ли в Германию. По-моему, Германия. Плюс 40, 44. Какой регион мира? Германия? По-моему, да. В Америке, по-моему, плюс 1, 13 и так далее. Чего, нет вопросов? Все время у меня исчезает чат. Погода? Погода нынче у нас обещают ноябрь самым теплым месяцем в этом году, зимним. Вот. Да. Вот. И не поверите, минус 8. Недельку назад 24 было, 26 даже. В эту неделю с понедельника всего так. Но в темном бычьем хвосте. Ай-яй. 12 сантиметров. Ну и это вы питерские имеете в виду? В бычьем хвосте 12. 12 в бычьем хвосте есть. Правша, левша, обе есть, по-моему. Да, нынче тепло. Так, пока лед не добыт, почистили только чердак. Чердак. Это место, где добывается лед, чтобы лед был чистым. Вот. Без всякой там ни снега, ничего. Делается так сначала. А то лед такой, а вот снега, всякого мусора буквально так. Толщина нормальная была. Ну, посмотрим, может завтра, послезавтра. Чё, да, Александр? Левша или правша? Пишите. Вот. Хотел посетить выставку правша. О, Господи, ща пойду, загляну. Чтобы дать ответ, правша, левша. С костями нет. Четыре левши. Вот и ответ. Так. О, Алымата, привет. Так, тепло. Так. Приглашали на клинке. Клинок закрыт. Хотел Санкт-Петербург. В конце этого месяца тоже закрыт. Короче, все нокауте или нокдауне, вокауте или локдауне находимся. Вот. Тем временем только так, только и тут, только тишина стала нынче. Имеется в виду в кузне. Сегодня был хороший плодотворный день. Много успел. И завтра Алберчика ночной день. Так, ребята, еще есть вопросы?
А то 9-й час пошел. А я человек... Ой-ой-ой. Ташкента. Привет из Ташкента. Тут тоже Ташкент своеобразный. 8 градусов всего. В прошлом году в это время стабильно 32, 28 было. Глобальное потепление. Ну, зато в Москве хорошо. Только туман. 3 сутки. Коллапс. Еще есть вопросы? Почему видео не выходит на канале? Выходит потихоньку. Так. Еще вопросы? Видео. Обзоры имеете в виду, наверное? Ну как? Некоторые клиенты делают для своих близких подарок. Такого обзора наотрез запрещают. По той простой причине. Будущий хозяин ножа сидит, следит за этим каналом. Вот. Недавно, надеюсь, ножик дошел. Недавно мои земляки таким же образом попросили, чтобы не светилось. Что там можно? Так. Можно ли нож изготовить односторонней заточки с линзой? Не советую. Покупать ли будет уже можно? Можно, да. Ну, ребята, линза. Не понимаю, что вы там нашли в этой линзе. Мастерскую что делать? Стоит. Гараж пристрой сделал. И все. Лето ушло. Зима пришла. Как похолодает, забой скотины начнется. Вот. Ну, буквально все в этом месяце. И в этом месяце я еще должен, помимо заказы на печню, заказ есть на батыю и ножи. Так, еще какой-то был вопросик, забыл. Да, покупать лотерейный билет для участия, для конкурса, чтобы участвовать, надо приобрести билетик по 500 рублей. Я тоже люблю иногда по 500 рублей. На мой номер карта Сбер прикреплена. Самое главное, пишите свой мобильный номер. И этот номер является вашим номером, билетом в данной конкурсе. Вот и все. Ну, маленький коротенький ролик, наверное, отправлю завтра, если не забуду. Что-то я забывчивый стал. Молодеем. Все ветер в голове. Вот. Так что надо все успеть. И, ребята, тихо, мирно, каждым днем приближается один единственный праздничный праздник. Новый год. Надеюсь, если этот конкурс пройдет гладко, следующий будет перед Новым годом.
Вот. Количество пока неизвестно. В декабре сколько будет. Хотелось бы подарить многим. И в последнее время несколько молодых ребят, школьники, буквально 6-5 классы из разных регионов просит куда отправить, просит от меня отправить свой адрес, написать, что я и делаю. А оказалось, они пишут Деду Морозу на мой адрес, чтоб этот впереди сидящий Дед Мороз подарил им ножик быча. Вот. Так, ну, что еще рассказывать-то? Если таковых вопросов больше не будет и участников прямого эфира, придется только проинформировать. Вот. И баиньки. Есть еще вопросы? Я не охотился. Сезон на копытных. Так, сейчас. Ну вот, начинается. Ой. Ну, как известно, если помните, лето у нас такого лета и не было. Все в дыму, в пожарах. Вот. Все сгорело вокруг. В нашем районе буквально 70% охотугодий сгорел. Там завалы и все. Вот. Все сгорело вокруг. И несколько соседних районов тоже большие пожары были. И у них тоже тишина. Че, у зверей дома нету, пищи нету. Куда им деться? Бежать. Хорошие места. Но зато в будущие годы все будет. Так уж введено на природе. Так, еще какие вопросы? Когда в Санкт-Петербург приедете? Да хоть завтра. Когда наступит всякие ограничения, QR-коды, препятствий много. И еще у нас вдобавок переправа закрыта, паром последние рейсы делает, сегодня-завтра и все. Вот. На такси до Якутска от меня 2000. Потом переправляться через реку Лена. Самая наша любимая большая река не только у нас. За минут 15 поездки на воздушном судне, вернее подушке, в районах 2-2,5, по-моему. И потом обратно таким же путем. Так что по маленькой нужде, как говорится, души не стоит поехать погулять. И притом купить билет, один конец отсюда за Питера прямым рейсом 35-37. Было, когда я смотрел месяц назад, сейчас не знаю.
Вот, посчитаем. И в Питере не останусь, обратно приеду, наверное. Такая же сумма ждет. И там гостиница Холстен. Проживание, поездка на метро, на такси. Что-нибудь там покупай. Тот же хот-дог, который в городе Якутске. Та же КПС-ка. Смысл? А вот если бы нет ограничений, выставку, да и погулять, своих там друзей встретить и так далее. Наступит время, посмотрим. Наступят и хорошие времена. Клинка. Чё? ШХ-15 У-10. Я не до конца понял вопрос из Ташкента. ШХ-15 У-10 из таких сталей я не делаю. Если вы имеете в виду это. И стоимость этих сталей или одними клинками я не продаю никогда. Все под ключ. Вот. Так что по ценам ничего не могу сказать. Сколько это будет стоить и так далее. Да, все дорожает, ребята. И оправка ножа, например, до Москвы составляет 415 рублей. И это 200 грамм отправить, если весом 200 грамм. А если 350 граммов, это в коробочке и так далее, вот такой вес набирает, то уже 500-550. А я, заметьте, ребята, до конца года держу цены старыми. Соответственно, надо по-быстрому собраться, подумать и приобрести, заказать в этом году старыми ценами. А то в январе у всех россиян не будет денег буквально на такие безделушки. Лучше сотовый телефон за 100 тысяч покупаем. Вот. А за 19 700 ножик ну никак не будем покупать. Какой-то ножик. Практика. А вот подарок. А вот пока цены хорошенькие. Надо активно приобрести. Заказать. Вот. Тогда будет ваш покорный слуга постараться изо всех сил до Нового года управиться вашим заказом. Сейчас все комплектующие есть. Что необходимо, не хватает, завтра будет. Со сталью проблем нет. Только наращиваем. Вот. Дилерская компания. Что лучше? ШХ-15 или 10? Семейная распродажа. Черная пятница. Не, ребят, у меня руки черные. Пятницы не будет. У-10, ШХ-12, 15. Пушай. Ну, ШХ лучше, конечно. Чуток. А У-10, если термичка хорошая, тоже не уступает в своих рангах. Но, повторюсь, я отечественными сталями
разошелся. Не знаю, уже запутался. 3-й или 4-й год уже. Работаю только заморскими сталями. А мои друзья, коллеги, Х-12 и все там ушки, хашки, все делают. И ШХ и так далее. Слава богу, в моей республике, даже в моем селе 12 мастерских, которые днем и ночью делают ножи, варганы и так далее. Выбирать вам, кому заказывать. У каждого свой опыт, у каждого свой путь, но мы делаем только одно традиционное, настоящие якутские ножи. И канон, и вид, и геометрия, даже вес совпадает. Многие факты тоже. А вот все остальное, какие стали, уже мастер сам знает. Некоторые занимаются только одними сталями, некоторые несколькими и так далее. Ну, по всей республике порошковыми занимается несколько порошковыми сталями. Не могу сказать, кто именно, вот, как именно, какие термички и так далее, не могу знать. По той простой причине, они, если была бы нужна помощь, сказали бы, посоветовал бы. Все. По такой помощи никто не требует. Они сами занимаются, где живут. И все. Так. Участникам. Сколько тогда отправить? Можете прямо сегодня начинать. Билеты по 500. Конкурс 28 ноября. Ножей минимум 15. Могу и добавить, если время, соответственно, будет. Сказал уже 2 ошейника в конкурсе нынешнем будет. Они почему готовы? Один в Фикроне даже. Из новой стали. Вот, другой РВЛ-ка. Сам поработал. Вот. Корову завалили. Летает. Ручка тоненькая. На мой взгляд, даже очень удобно получилось. А вот ножные, кожа. И чуть-чуть громоздкий оказывается, если ножик у вас длинный. Мешается. Надо это учитывать при заказе. Ну, завтра обзоры посмотрите. Надеюсь, будут обзоры. Если свет не уберут и так далее. Итак, ребята. По моему номеру, вот, который на любом другом ролике присутствует, 8 914 229 01 53. К этому номеру привязана карта Сбербанк. Отправляете сумму. Один билет 500 рублей. Вот. Если 10 билетов приобретаете, то все равно 10 раз ваших цифр. Сгенерировать будем. Компьютер сам решит, кому даст. Вот. Генератор случайных чисел. Никаких баночек, никаких, к сожалению, крючочков, ничего. Вот. Самое главное, пишем свой мобильный номер
свой мобильный номер, чтобы я позвонил вам, чтобы порадовать, что вы получили приз. Вот. Все. Путем генератора случайных чисел. Нажмем 15 раз, 15 победителей. У кого много билетов, у кого много шансов. Замечу, в прошлой игре, скажем так, в кавычки, люди приобретали по-разному. 2 дня приобретали, потом 4 дня отдыхали, потом тоже приобретали, итого 10 билетиков. Но они распечатаны по-разному, по разным дням, ибо избежать от накопления на одном столбе. Я, в свою очередь, каждое утро буду снимать ролики. Я отправлю сюда на канал. Посмотрите, если отсутствует ваш телефонный номер, который вы отправили мне. Вот. Если его нету, то вы напоминаете, отправляете чек отправки по WhatsApp. Я смотрю, Иван Иванович Иванов действительно отправил 500 рублей, но телефон забыл написать. А потом по WhatsApp он написал, а я это как бы не видел, как бы я становлюсь виноватым. Нынче такого не будет. При отправке пишите, там же на приложении есть комментарии, сообщения получателю, там пишите свой мобильный номер. Вот и все. Все предельно ясно. Но если как это происходит, смотрите, день X, не знаю, последний раз, когда прошел, по-моему, в апреле или в марте, даже подзабыл, как с генератора работает и так далее. Смотрите на этом канале внизу. Увидите, как это произошло. Посмотрите, как проводится. Никакого фальша, никакого, никакого. Вот. Все. Все предельно. Буквально за 500 рублей дарю ножи. Так такого, если купить за 20-ку или приобрести за 20 тысяч билеты и приобрести сразу 15 ножей. Дело ваше. Статистика показывает, кто больше 5 билетов приобретает, тому явно что-то приобретает. Некоторые приобретают 10, потом 10, потом 10 и третий раз, четвертый раз маха и только 1 билет приобретает, и они тоже получают. Такой случай был в разговоре, в прямом эфире происходит все это на этом канале 28 ноября 20:00 по якутскому, по Москве это 14:00. Конкурс «Разожжем костерчик», порадую. Вот, некоторые умудряются 2 ножа и так далее за один конкурс приобрести. Итак, ребята, такие вот новости. WhatsApp рассылки завтра отправлю. Привет, Калмыкия. И до свидания. До новых встреч на канале.